Здравствуйте, дорогие телезрители. Программа «Актуальное интервью», и сегодня веду его я, журналист Дмитрий Аргунов. 1 апреля – это не только день веселья, но еще и Международный день птиц, которая знаменует собой дату возвращения их с мест зимовки. И целью данной знаменательной даты является сохранение видового разнообразия и, конечно же, численности. Показателем неблагополучного положения с птицами может быть количество их видов, которые занесены в Красную книгу. Из примерно 10 тысяч видов птиц мировой фауны в Красной книге значится более чем 1200 видов, или 1/8. И гость нашей сегодняшней студии, научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны, кандидат биологических наук Мария Всеволодовна Владимирцева. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы сказали, что в Международной Красной книге более 1200 видов занесены, а в Российской Федерации, в Красную книгу Российской Федерации занесено 123 вида птичек. Это могут быть и мелкие, и крупные. И, то есть под угрозой находится буквально каждый шестой вид птиц. В нашем регионе ситуация какова? Красная книга Якутии была в последний раз переиздана в 2019 году, и в нее включено в настоящее время 66 видов птиц. Они включены по различным принципам. Сюда включены не только те виды, которые находятся под угрозой исчезновения или численность которых сокращается, очевидно сокращается, как, например, такие виды, как копчик, стерх, у них это считаются виды, которые находятся под угрозой исчезновения. Сюда также включены виды, у которых их статус находится в неопределенном таком положении, потому что мало было находок, допустим, этих видов. Да? Допустим, пестрогрудая мухоловка, у нее статус пока неизвестен, нельзя сказать, что это сокращается или ареал сокращается. И, кроме того, сюда также включены виды, численность которых в настоящее время находится в процессе восстановления. Например, это розовая чайка. И у нас, к примеру, в Красной книге числится такая редкая утка. В 60-е годы находилась на грани исчезновения клактун. Да? После этого, примерно в начале века, численность была уже достаточно высокой. В настоящее время популяция нашей якутской этой утки, она считается, что ее можно назвать уже, что она находится в процессе такого восстановления. В общем, в таком виде. У нас включены в Красную книгу также дубровник, это овсянка, очень красивая, с таким золотистым оперением, овсянка ремес. Ареалы этих видов по всему миру, где эти птицы присутствуют, их мировой ареал, в границах мирового ареала их численность всюду сокращается по каким-то причинам. Они тоже включены у нас в Красную книгу. А вообще в целом, если говорить о орнитологической фауне Якутии, то сейчас ее можно рассматривать с очень интересной стороны. У нас в последнее время отмечаются залеты новых птиц все чаще. И таким образом состав орнитологической фауны он пополняется. Также примерно с 60-х, 70-х годов прошлого столетия у нас регистрируется и гнездование уже новых видов. То есть сейчас у нас уже зарегистрировано более 320 видов. То есть орнитологический состав
пополняется новыми видами, как начавшими гнездиться на территории нашей республики, так и залетными. Ну вот, всем известный недавно залет фламинго, допустим. Ну, фламинго и раньше к нам залетал, и в 40-е, в 70-е годы. Ну вот этот экземпляр можно увидеть у нас в зоопарке. И вообще сейчас очень интересное время. Наши орнитологи исследуют давно не обследованные территории и малоизученные территории, и таким образом там выявляются какие-то новые виды. Может быть, они там и существовали, но просто ввиду того, что не проводилось там подробных исследований, не поступала информация об этом. И поэтому мы сейчас, вот Якутия, этот наш регион, он находится в таком, с этой точки зрения, интересном состоянии. Также пересматривается классификация видов, то есть те виды, которые имели, значит, были причислены к одному виду, они могут рассматриваться теперь как подвиды, или происходят какие-то вот видовые изменения. Мария Всеволодовна, вот вы затронули, что редкая утка, да? Ну вот 1 апреля, и очень скоро уже масса охотников рванет на свои угодья, да? А с ними работа какая-нибудь проводится или нет? Или они подстрелят вот эту вот редкую утку и будут рады? Конечно, с ними проводится работа. Службами экологического надзора проводятся беседы, встречи с охотниками. Ну, этим очень так детально занимается наше Министерство экологии и ну, также его вот подразделение по охране особо, ну, то есть по охране, значит, вот этих вот природных территорий, особо охраняемых. Ну, то есть работа проводится, работа конечно. Проводится. То есть у них есть какая-то визуализация вот этих редких видов, да, которые... они, ну и потом они, конечно, они должны знать о том, какие утки относятся к краснокнижным, которые защищены, значит, и они должны также различать самок, потому что в весеннее время запрещено убивать самку утки, ведь она же летит для чего? Для того, чтобы дать потомство. А если ее убить на этом пути, то она не даст потомства, и потом осенью она, ни ее не будет, ни ее потомства, и таким образом это будет способствовать как раз сокращению численности. Вот, поэтому, конечно, охотник должен разбираться во всем этом. Ну, надо бы требовать, да. Но вот в некоторых городах нашего региона с недавних пор нередким явлением стало появление голубей. Да? Их исчезающим вообще видом можно, или они довольно распространенные явления? Сизый голубь у нас появился, это синантропный вид. Существует и дикая форма этого вида. Ну, например, вот в странах Европы, а также и на территории Евразии. В Италии они на скалистых побережьях, ну, в диком виде существуют. На Кавказе есть популяции, и даже вот в южной части Урала, возможно, на Алтае даже есть формы дикого сизого голубя. Но этот вид во многих точках мира стал синантропным, то есть он впал в такую зависимость от человека. Он гнездится в постройках, сделанных человеком. Он очень полагается на кормление человеком. Ну, не только вот остатки пищи там какие-то он собирает, но также находится множество людей, которые готовы их кормить. То есть фактически в разновидность домашних животных превращается, да? Ну, таких вот не совсем домашних. Не домашнего, а зависящего да, от человека. Но, да, полагающийся на человека, на антропогенную зону, как мы называем. Но вот те голуби, сизые голуби, это синантропная форма, которые вот в Якутске можно наблюдать, вот возле магазина «Кумир», да, там скопление их. Ну, это, по всей видимости, они содержались в неволе,
были домашними, и потом они начали постепенно убегать. И, ну вот в парке, например, когда я прохожу через парк, я встречаю, что там есть отдельные пары, которые... Вообще голубь, голуби, они моногамные птицы, то есть в течение всего гнездового периода пара, вот она держится вместе, а возможно они и до конца своих жизней будут держаться вместе. А вообще вот это миф или нет, что это самый интеллектуальный вид птиц? Самый интеллектуальный? Что насчет их интеллекта? В последнее время мы слышим об исследованиях наших коллег, ну, этим занимаются коллеги наши в США, в Европе, они очень, ну, у них много представлено вообще работ по исследованию интеллектуальных способностей у различных видов птиц, в том числе они изучали и голубя, ну, и они установили, что, в общем-то, эти способности у голубя достаточно высоки, выявлены такие вещи, как счетные способности, способность считать, допустим, вот такой опыт, 6 зернышек, 6-е каждый раз дают, ну, какое-то плохое, и он уже, там, 6-е он не берет уже каждый раз, или 7-е, там, допустим, да, и были также опыты, что голубь мог различать какие-то заданные вот задачи ему, сопоставление образ и цвет, и они запоминают, оказывается, человека именно по лицу, не по каким-то другим признакам, то есть они отличают лицо определенного человека и формируют к нему тем самым отношение. Ну, в общем-то, это очень интересное исследование, потому что если мы, допустим, будем наблюдать за вороном, то нам сразу будет понятно, что ворон — это, он умная птица. Ну, вот, ну и вообще как-то считается, что вороны и попугаи, они наиболее считаются такими умными, но действительно это так. Они даже вот в этих экспериментах они всегда выигрывают во всех задачах, которые им ставятся. Ну вот, голубь, оказывается, тоже достаточно. Вот за что я люблю свою профессию, потому что каждый день приходится узнавать что-то новое. Сегодня мы поговорили об международном дне, вернее, используя повод Международного дня птиц, поговорили сегодня о голубях. И еще раз спасибо за ту информацию, которую вы мне и нашим телезрителям передали. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.